Дорогие мои, если вы приобретаете и усваиваете системы, которые мы разрабатывали, модель счета управления семейным бюджетом, это возможно. Потому что мы в результате нашей работы мы анализировали, видели, что наши слушатели в районе от 14 месяцев до 26 месяцев, кто-то за 15 месяцев, кто-то 14 месяцев, кто-то 20 месяцев, кто-то 22 месяца. И самый последний, кто-то за 26 месяцев, смогли достичь финансовую стабильность. Поэтому мы взяли просто среднюю, говорим, за 18 месяцев. Это означает, что вы должны понимать, что мы обучаем, даем вам методику, но вам надо самим тоже стараться. Учеба – это взаимное достижение. Мы даем вам технологию, мы даем вам систему, но практиковать вам надо самим. Вы должны вкладывать усилия. Маловато то, что вы просто сидите, мне слушаете или учитесь у нас. Когда вы учитесь у нас, то есть когда вы слушаете нас, это не учеба, это всего лишь вы слушатель. Вы усваиваете 10% материала. То есть 10% результат зависит от того, что вы сейчас сидите, меня слушаете или усваиваете материал и так далее. Учеба начинается завтра, когда вы собираетесь практиковать эти знания. Вот что вы собираетесь делать с этими знаниями, как их будете использовать в своей собственной жизни, вот это влияет на вашу жизнь. Именно это принесет вам успех и изменения. Если вы давно хотите изменить свое финансовое положение, если вы давно хотите избавиться от нехватка, если вы давно хотите как-то-нибудь что-то изменить, чтобы у вас увеличивался доход и так далее, но не получается, это только по той причине, что вы продолжаете делать так, как делали раньше, или по той причине, что вы делаете так, как умели делать раньше. Или бездействуете. Просто вы находитесь на уровне желания. Желание ничего не изменяет в жизни. Если вы находитесь на уровне желания, это отправная точка. Но если остаетесь на этом уровне, соответственно, ничего не изменится. Помните, где нет изменения, там происходит бездействие. Или либо человек делает то, что делал раньше. То есть, если хотите узнавать, вы эффективно используете, у вас развито ваш финансовый интеллект или нет, посмотрите на ваши действия, то есть посмотрите на ваши сегодняшние результаты. Сегодняшние ваши результаты, это является показателем вчерашних ваших действий. А вы поймете, что ваши вчерашние действия были эффективны или нет. Посмотрите на результат сегодня. Это показатель эффективности ваших действий вчера. Но если вы хотите, чтобы завтра быть финансово свободными, чтобы достигли финансовую стабильность, тогда вы должны понять, какие действия сегодня надо совершать. Повторяю, хотите видеть, будете ли вы финансово свободным, или вы достигаете ли финансовую стабильность завтра или нет, посмотрите на свои действия сегодня. Мне постоянно одно вопрос мучило всегда, поэтому я сам попал в кучу таких ситуаций, что я мечтал стать богатым, я мечтал быть финансово свободным, потому что у меня очень много мечты, без денег их невозможно было реализовать. Я хотел маму отвезти в Мекке, у меня мечта 15 детей иметь и воспитать их, давать им хорошее образование, я хотел путешествовать по всему миру. И после себя оставить очень многие вещи. А для всех этих вещей нужны были деньги. И тогда мне пришлось научиться зарабатывать деньги. И одно из важных вещей, мои желания сильно подтолкнули меня к тому, что я попал в кучу в долгах. Потому что желание было, а знаний не было. Когда желание есть, но навыки, умения нет у вас и так далее, вы сталкиваетесь с новым неизвестным миром, и у вас появляется куча ошибок. И эти ошибки толкают вас, можно сказать, затруднений, финансовых затруднений, и мне пришлось, я вынужден был стать миллионером. Я вынужден был разработать систему, которая генерирует $1 миллион. И вот система, которой я буду обучать вас, которая помогает привести к финансовой стабильности за 18 месяцев, она практическая система. Огромное количество людей практикует эту систему, кто-то частично, кто-то полноценно, кто-то хоть что-то делает, но однозначно у них есть результаты. Если вы научитесь делать так, как надо, и вы будете постараться хотя бы там 50-70% или 100% используя эту систему, вы однозначно разбогатеете. Однозначно вы достигаете финансовую стабильность. Это зависит еще от вас. Практика зависит от вас, дорогие мои. С чего надо начинать? Вам надо начинать именно с формирования вашего мышления. Вам нужно мышление иметь. У вас должно быть мышление богатого человека. Если вы не меняете себя, не изменится ваше будущее. Поэтому, если вы не формируете в себе мышление богатого человека, ваши поступки, ваши действия, они будут опять как раньше. Потому что человек рано или поздно оказывается там, где его мысли. Что у вас в голове, это происходит в вашей жизни. Успех
появляются в вашей жизни дважды. Сначала в голове, а потом в реальности. Деньги сначала появляются у вас в голове в виде идеи, в виде ценности, в виде продукта и так далее. А потом в результате, когда вы эту идею реализуете и так далее, у вас в кармане появляются деньги. Внимательно послушайте, пожалуйста, до конца этот тренинг и практикуйте. Но прежде чем продолжать, хочу вам сказать, что обязательно после этого тренинга, или если, я не знаю, вы сейчас впервые попали на мои тренингах, или, может быть, до этого вы были или нет, в обязательном порядке еще приобретайте тренинг «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Почему? Потому что если эти ментальный блок есть, внутри человека есть два энергии. Движущая энергия, сдерживающая энергия. Движущая энергия – это те ваши мечты, ваши цели, то, что вас вдохновляет, то, что вы можете что-то оставлять после себя, ваша семья и так далее, и так далее. А есть сдерживающая сила – это страхи, можно сказать, негативные убеждения, среда, в которой вы выросли и так далее. Это все создает ментальные блоки. Вы, может быть, хотите стать богатым, но верите в том, что у вас не получится. Знаете, огромное количество людей встретил, которые у них есть мышление бедного человека, но они хотят быть богатыми, они хотят быть успешными. Когда я им задавал вопрос, хотите быть успешными, они говорят, конечно, кто не хочет. Но поступки, которые они совершают, всегда приведут к бедности. Они хотят быть успешными, но действия, которые совершают, приведет к бедности. Почему? Потому что у них есть подсознательные убеждения, подсознательное недоверие к богатым людям. Они в глубине сознания, они говорят, что деньги, то есть счастье не в деньгах, они говорят, что деньги не главное в жизни, они говорят, что часто деньгами не купишь и так далее, и так далее. И в глубине души они убеждены, что честным путем невозможно разбогатеть и так далее, и так далее, и так далее. Потому что среда, в которой они выросли, было очень много неудачных примеров, и они не видели успешных богатых людей, что успешные богатые люди могут делать больше добро. Поэтому, если вы действительно хотите стать богатым, но если у вас есть мышление бедного человека, инструменты вам не помогут, потому что вы их все равно не будете практиковать. Это похоже на то, что, знаете что, вы согласны, что есть огромное количество людей, которые у них есть хорошие идеи, огромное количество людей, которые образованы, умны, но они свой ум, свой талант не могут использовать в жизни. Есть огромное количество людей, которых Господь внушал им какие-то хорошие идеи, но они эти идеи не реализуют. А почему? Потому что у них не хватает уверенности в себе, и у них мышление бедного человека, очень много ментальных блоков, и мировоззрение не то, финансовая программа не та. Это означает, что бесполезно будут приобрести знания о деньгах или инструменты, которые делают человека богатым, если у вас будет мышление бедного человека. Поэтому, дорогие мои, в обязательном порядке, кроме этого тренинга, вы должны обязательно учиться именно приобрести тренинг «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Тогда это два, потому что здесь есть система, там есть формирование мышления, это вам очень сильно помогут. Вы согласны, что в средней школе и в вузы и так далее, они помогают нам академический интеллект развивать, они помогают нам стать профессионалом в каком-то направлении, стать специалистом в каком-то направлении, стать тем человеком, которым мы мечтаем. Но они так и не могли решать проблемы с доходами, они так и не могли решать проблемы с деньгами. Человек может 30 лет, 40 лет ходить на работу и так и оставаться зависимым от зарплаты, и так и он остается рабом денег. Если он заболеет, у него не будет денег. Мы прекрасно понимаем, что рано или поздно возраст берет свое. Мы не можем всю жизнь работать. Мы прекрасно понимаем с вами, что активные наши годы с 20 лет или 25-30 лет до 50-60. После этого все равно здоровье чуть-чуть колеблется, энергия станет меньше, ценности другие. Очень охота, чтобы активные годы своей жизни создать хорошую капитализацию и построить хорошие пассивные доходы и так далее, и так далее. Весь система, которую я разработал, и вся курс, как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности, направлен для того, чтобы человек сделал так, чтобы деньги работали на него, чтобы построить систему, которая помогает стартовый капитал накопить, чтобы потом в итоге в будущем научиться этот капитал управлять, чтобы у вас был денежный поток, чтобы мы не нуждались. Я считаю, что не обязательно быть миллионером, миллиардером, но обязательно надо иметь финансовую стабильность. Почему? Потому что хотите, не хотите, понимаете, не понимаете, верите, не верите, все равно придется вам иметь дело с деньгами. Вам это нравится, вам это не нравится, вам придется иметь дело с деньгами.